Черкесы, как народ, который вывел свою знаменитую адыгскую породу лошадей, не мог остаться в стороне от изготовления приспособлений для лошади. Производство седел, уздечек, стремян, плетей и прочей амуниции было очень распространено в Черкесии. По сведениям царской разведки, в 1788 году шейх Мансур заказал в Большой Кабарде 20 тысяч черкесских седел. Оценил достоинство черкесских седел и англичанин Лонгвард, живший в Причерноморской Черкесии в XIX веке. Он сказал: «Я привык к нему и по достоинству оценил его преимущество как боевого седла. Черкесы поворачиваются в нем с величайшей легкостью и могут, подобно парфянам, стрелять назад на полном скаку, а также, держась за передний деревянный выступ, могут перегнуться почти под брюхо своего скакуна и на полном карьере поднять все, что угодно с земли. Их посадка на спине лошади по сравнению с тяжелым турецким или плоским европейским седлом кажется игрушечная. Тоже можно сказать и об их весе, который составляет половину первого и треть второго». Как писал Марграф, наибольшую славою на Северном Кавказе пользуются шорные изделия кабардинцев. Кабардинское или адыгейское племя, еще недавно самое многочисленное и могущественное среди прочих племен Кавказа, всегда производило оружие, седла и прочие принадлежности убранства всадника, служащие образцами для других туземцев. Образец седельного набора, занесенный из Кабарды, до сих пор господствует на Северном Кавказе между горским и казачьим населением и называется кабардинским или черкесским.